Второй день конференции начался с торжественной части. Как и положено в дни рождения, в адрес юбиляров звучат поздравления и вручаются подарки. Президент Рауль Хаджимба, поздравляя коллектив ИЕПИТа, отметил, что учеными института пройден славный и непростой путь, который является частью истории становления отечественной науки. На базе Сухумского обезьяньего питомника, основанного в 1927 году, в 1958 году был учрежден НИИ ИЕПИТ, ставший центром изучения приматологии мирового значения и научной базой по борьбе с онкологическими заболеваниями. За этот период Центр выдвинул ряд крупных специалистов, кандидатов и докторов наук, профессоров, академиков, чьи глубокие исследования получили международное признание. Институт может гордиться тем, что здесь готовились обезьяны для полета в космос по программе БИОН. Здесь были созданы первые в мире модели ряда вирусов, проходили испытания новые антибиотики и лекарства. Война нанесла огромный ущерб институту. Сегодня при поддержке государства изыскиваются возможности для его полноценной деятельности. Ныне институт является одним из ведущих структурных звеньев Академии наук Абхазии. Позвольте от всей души поздравить коллектив института, его руководство, всю научную общественность республики с замечательной юбилейной датой и пожелать всем вам, дорогие наши ученые, крепкого здоровья, долголетия, новых свершений на высоком и ответственном поприще служения науке. Институт, как и многие научные учреждения Абхазии, сегодня испытывает кадровый голод. В деле воспитания молодого поколения ученых большую работу проводит Абхазский государственный университет. Кафедра экспериментальной биологии и медицины выпустила уже более 300 специалистов. 20 из них защитили диссертации. Большинство выпускников сегодня трудятся во всех научных учреждениях республики. Инициаторами открытия кафедры в 1981 году были тогдашний директор НИИ ИЕПИТ Борис Лапин и ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия. Дорогой Борис Аркадьевич, мы с вами в 1981 году задумали очень хорошее дело. Была программа тактическая, но время превратило ее в стратегическую. Время, которые мы пережили, а это Отечественная война, это послевоенная разруха показала, что тогда мы на долгие годы вперед решили стратегический вопрос сохранения того института, юбилей которого мы сегодня отмечаем. Своих коллег, руководителей и сотрудников ИЕПИТа пришли поздравить представители всех научных учреждений республики. Научные разработки института являются гордостью не только Абхазии. Фундаментальные и прикладные исследования, проводимые в институте, внесли значительный вклад в мировую копилку медицинских и биологических достижений. Заслуги ИЕПИТа и отдельных его сотрудников отмечены высокими государственными наградами. Поздравить коллектив пришли и друзья бывшего директора ИЕПИТа Зураба Ардзенба, долгие годы возглавлявшего научное учреждение и сделавшего очень много для его восстановления после Отечественной войны. Российские коллеги, ученые также поздравили коллектив ИЕПИТа с юбилеем. Как отмечалось в их выступлениях, благодаря сегодняшней конференции будут налажены новые связи и заключены договоры в области научного сотрудничества двух государств. В Сан-Франциско проходил мировой конгресс по геронтологии. И я, выступая как от имени Европы, назвал Абхазию центром долгожительства. Таких немного мест в мире. Это прозвучало с трибуны. И поэтому наша цель приезда – это помочь вам, Михаил Иванович, продвинуть институт, ну и вообще Республику Абхазию, поднять авторитет в области науки, что крайне важно для любой страны. А это делается через публикации в мировых изданиях, чтобы было, к сожалению, вот конгресс проходил мировой, и там написано, какие страны, какие учреждения. Ну, там, к сожалению, пока еще не было вашего института и Абхазии. Но я гарантирую вам, что мы это сделаем и поможем вам максимально. Это первое. Второе. Я возглавляю базовый совет диссертационный по специальности геронтология и гериатрия в России. У нас прошло около 300 защит.
И я предлагаю сотрудникам, вот, Борис Аркадьевич, сотрудники у нас защищали диссертации, как 4 человек, да? И мы предлагаем вам без очереди, без всего, и гарантируем прохождение в ВАКе. Я еще эксперт ВАКа. Приятным сюрпризом для всех стало решение Президиума Российской академии естественных наук о награждении НИИ и ЭПИТ почетной грамотой за разработку новых экспериментальных моделей и терапевтических средств в деле борьбы с инфекционными заболеваниями человека и избрание директора ИЭПИТа Зураба Миквабия действительным членом Академии по секции на сферные знания и технологии.